Дома отдыхать лучше. Региональный Минсельхоз организовал выездной семинар для аграриев, которые бы хотели попробовать себя в агротуризме. Участники семинара оценили, как новые для Коми направления в сфере отдыха развивают в Карткеровском и Усть-Кулумском районах. И вместе с тем поднимают сельское хозяйство. Туристам предлагают познакомиться с кухней и бытом сельчан, попробовать себя в роли, например, пасечника и увезти домой необычный сувенир. Хорошо ли иметь домик в деревне, выяснил Павел Королев. В последнее время в республике все большую популярность набирает так называемый агротуризм. Это когда городские приезжают в село, чтобы подоить, например, корову, покопаться в огороде, в общем, пожить обычной сельской жизнью. Не стоит думать, что агротуризм – это скучно, ведь поездка в село – это не только грядки с картошкой и коровы в сарае. Нет, конечно, выпить парного молока из-под коровы или покататься на тракторе для городского жителя – настоящая экзотика. Но нынешнего искушенного туриста этим не удивить. Поэтому многие аграрии предлагают пообщаться не только с рогатыми. Так, в деревне Бояркера с Карткеровского района предлагают выспаться на ульях. В усадьбе Апикерка построили 2 домика на курьих ножках, но не для бабы-яги, а для пчел. Посетители домика ложатся прямо на ульи и ощущают микровибрации, исходящие от крылатых трудяг. Говорят, 1 час сна в апитерапевтическом домике равноценен 8 часам обычного сна. Как говорит наука, пчелиное биополе, оно идентично человеческому. И оно расходится, допустим, где-то от 7, сантиметров 30-40 поднимается это биополе. И, грубо говоря, человек находится в нем, в этом биополе. И, соответственно, из этого исходит все, от пчел и воздух, и мед, и прополис, пыльца. Это все поднимается как бы кверху. И человек всем этим находится в биополе, и заодно еще и дышит всем этим продуктами пчеловодства. И говорят, очень помогает. До недавнего времени пчеловодство было лишь серьезным увлечением строителя Сергея Токарчука, а благодаря выигранному агростартапу стало профессией. На полученные деньги по гранту Минсельхоза был куплен УАЗик и пчелиные семьи, а сейчас для гостей строят баню, в планах и домик для отдыха. Что же о меде, то его здесь собирают только правильные пчелы, а северный мед, по словам Сергея, ничем не уступает, а иногда и превосходит сладкое лакомство, которое привозят в Коми из более южных регионов. Башкирские эти меда, некрасиво, конечно, это плохо говорить, но они все-таки собираются с пассивных полей, которые садятся. А это все, когда садится, оно все потом обрабатывается, чтобы лучше росло это все. И все это попадает в мед, вся эта химия. У нас мы увезли в тайгу, они там собирают малину, иван-чай, ничего больше, как говорится. На натуральные деревенские продукты делают ставку и в Старожевске. Гостей тут угощают свежим молоком и выпечкой с местной пекарни. Помимо этого, на базе отдыха «Майбер», что переводится с Коми как «благодать», можно будет отдохнуть от городской суеты, попариться в бане, и, конечно же, полюбоваться сельскими красотами. Ведь прямо отсюда открывается шикарный вид на реку Вычегда. Это перевалочный пункт. Тут штабелями укладываемся по 2 ряда и едем дальше. Тех же, кто хочет посмотреть настоящую глубинку, а не только баньку и шашлыки, милости просим в деревню Малый Аныб. Здесь дорога заканчивается и остается только направление. Поэтому доехать зимой до базы отдыха Мишкин лес предложат на санях с лошадью. Туристы не так часто доезжают до Медвежьих углов, поэтому гостей здесь встречают хлебосольно. Впрочем, заглядывают не только жители Коми, но и иностранные гости – французы, немцы и швейцарцы. И молодежи, и взрослым в Мишкином лесу скучать не приходится. Помимо общения с природой, можно порыбачить, собрать грибы-ягоды и отведать вкуснятины из продуктов фермерского хозяйства. Тут речка протекает, Известковая гора, тут места красивые. Потом начали туристы приезжать, школьники сперва приезжали. Потом подумали, в старости животных стало меньше, содержать начали, тяжелее стало. И думаем, можно нам начать по туризму заниматься. Тогда стало уже модно туристов приглашать, что у нас молоко свое, места красивые, грибные поля, тут леса, чтобы не приглашать.
А еще здесь наладили производство всевозможных сувениров на любой вкус и кошелек. Домой еще можно прихватить полезный иван-чай и варенье из шишек. Говорят, последнее возвращает вкус и обоняние тем, кто тяжело переболел ковидом. Вообще, агротуристический бизнес волокжанины считают не то чтобы хобби, а скорее сопутствующим направлением. Больших денег это не приносит, но при этом требует немалых сил и затрат. С ними солидарны и другие аграрии. Подводя итог выездному семинару, многие отмечают, без помощи государства никак. Толчок в этом направлении может дать грант «Агротуризм». Новый вид поддержки Минсельхоз ввел с этого года. Федеральное ведомство предварительно уже одобрило от Коми 2 проекта из Ижемского и Княжпогосского районов. Рассчитываем сумму, чтобы немножко свои коровники, да, телятник, помещение немножко привести в порядок, реорганизовать, сделать большую беседку, большую баню, чтобы под этот туристический домик, который мы уже закончили, было где людям отдохнуть, не просто походить по хозяйству, по коровкам и лошадкам, чтобы посидеть в беседке, попариться, сходить на берег реки, отдохнуть. Предприниматели надеются на помощь со стороны власти. Они, в свою очередь, обещают не подкачать. К тому же развитие подобного бизнеса на селе – это вклад пусть и небольшой в туристическую инфраструктуру в регионе. И нужно сказать, нашим фермерам есть что показать. Ну а природа, как говорится, покажет все без слов. Павел Королев, Иван Богомолов, телеканал Юрган.